утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте. На календаре вторник, 18 октября. В студии Екатерина Данилова. 168 миллионов 800 тысяч рублей. Именно такую сумму из федерального бюджета получит Чувашия на переселение людей из аварийных домов, признанными таковыми до 1 января 2017 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомню, сейчас в Чувашии реализуется 4-й этап адресной программы. В этом и следующем годах из ветхого жилья собираются переселить 530 человек в 7 муниципалитетах. Среди них Вурнарский, Маргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский районы, города Шумерле и Чебоксары. Получить социальные пособия, выплаты, льготы без справок и очередей. В Чувашии переходит на формат социального казначейства. А это значит, что в планах у регионального правительства к 2025 году перевести 95% государственных услуг в электронный вид. В настоящее время 19 государственных услуг уже переведено в электронный формат. Реализация названного формата социального казначейства позволит представлять меры социальной поддержки на основании выявления жизненных обстоятельств у граждан без предоставления ими документов. За исключением необходимости представления заявления, когда это необходимо по причинам предоставления мер социальной поддержки, например, таких как распоряжение материнским капиталом. В Чувашском государственном институте культуры появится школа креативных индустрий. Кто сможет ее посещать и чему в ней будут учить, сейчас расскажем. Чувашский институт культуры и искусств прошел конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации. И в числе 27 регионов страны мы получаем более 78 миллионов для того, чтобы создать на базе Института культуры и искусств школу креативных индустрий. Школа креативных индустрий, она будет направлена для работы с детьми с 12 до 17 лет. Школа креативных индустрий станет эдаким арт-пространством, где школьники смогут освоить навыки фото- и видеопроизводства, анимации, 3D-графики, звукорежиссуры, научатся и писать электронную музыку. Почти 4 миллиона тонн рыбы и морепродуктов. Именно столько, по данным Федерального агентства по рыболовству, было добыто российскими рыбаками с начала года. Более половины в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Оценить морские деликатесы могут и чебоксарцы. Целая рыбная коллекция прямиком с Камчатки. На прилавках более 35 видов водных обитателей. Среди них белорыбица, палтус, конечно, королева лососевых чавыча, слабосоленая, холодного и горячего копчения. Икра и рыба камчатская представлена в торгово-развлекательном комплексе МТВ-центр. До 22 октября включительно все желающие смогут оценить дальневосточные деликатесы. Что такое варикоз и каковы его основные симптомы? На эти и другие вопросы завтра на телеканале «Россия-1» в 9:30 утра ответит специалист клиники «Варикоза нет». Врач также расскажет об эффективных методах лечения и научит правильно диагностировать первые признаки болезни. Программа будет идти в прямом эфире, поэтому у вас, телезрители, есть возможность задать свои вопросы доктору. Напомним, прямой эфир с участием врача-флеболога выйдет завтра на телеканале «Россия-1» сразу после выпуска новостей в 9:30. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».